Наша задача WordPress загрузить в диспетчер файлов и установить на сайт partnerway.ru. Делается это следующим образом. Мы сначала идем в раздел «Загрузить». Вот этот раздел. У себя в компьютере ищем папку WordPress. Вот он, движок. Так, он у нас готов к загрузке. И грузим. Вот пошла загрузка. Вы видите снизу. Загрузка завершена. Это мы видим в правом нижнем окне. И теперь мы возвращаемся назад в диспетчер файлов. Мы видим, что вот файл WordPress загружен. После того, как мы загрузили файл в диспетчер файлов, мы загрузили туда WordPress, теперь нам нужно его разархивировать с помощью вот этого вот инструмента «Извлечь». Выделяем WordPress и нажимаем на «Извлечь». В появившемся окне мы должны показать путь извлечения, куда мы извлекаем наш архив. То есть в папку partnerway.ru. Мы здесь ничего не меняем. Жмем на Extract Files. Извлечение завершено. Закрываем. Обновляем наш диспетчер файлов. Мы видим, что здесь появилась папка WordPress. Теперь мы должны содержимое папки WordPress переместить вот сюда, в это вот открывшееся пространство. Мы должны войти в WordPress. Выделяем все файлы Shift и левой кнопкой мыши. Файл сверху выделяем и идем до конца, выделяем последний файл. Нажимаем Shift, удерживаем, левой кнопкой мыши нажимаем здесь. У нас выделятся все файлы таким образом. Нажимаем правую кнопку мыши, перемещаем. Перемещаем полностью уже не в папку WordPress. Папку WordPress мы убираем, а именно в корневую папку partnerway.ru. Туда, где мы хотим запустить наш движок. Перемещаем. Мы видим, что у нас папка опустела. И посмотрим, что у нас в корневой папке. Да, теперь все папки там. WordPress, теперь это у нас уже пустая папка. Мы ее удаляем. Она нам не нужна. И архивный файл WordPress, он тоже нам теперь не нужен. Мы его тоже удаляем. Теперь посмотрим и запустим наш сайт partnerway.ru. WordPress теперь у нас готов для дальнейшей установки, и мы должны переместиться в браузерную строку для дальнейшей установки нашего WordPress. Вы видите, что я здесь сверху набираю partnerway.ru и нажимаю на Enter. Нам говорят, что у нас нет файла config PHP. Создаем файл настроек. Жмем. Нам предлагается вот система установки. Продолжаем наше движение. Жмем вперед. Тут мы заполняем все наши данные. Имя базы данных, имя пользователя, пароль, сервер базы данных, префикс таблиц. Эти данные мы берем у себя в панели управления. Идем в раздел базы данных и создаем его. Мастер баз данных. Идем дальше. У нас база данных создана. Вот. Теперь мы должны создать имя пользователя. Имя пользователя у нас уже есть. Нам дали добро. Пароль.
Повторяем наш пароль. И создаем пользователя. В открывшемся окне мы должны вот здесь поставить галочку. Мы видим, что у нас есть пользователь, есть база данных. И теперь идем дальше. Жмем на следующий шаг. Таким образом нам говорят, что пользователь такой-то добавлен в базу данных такого-то. Таким образом мы теперь сделали все для того, чтобы продолжить нашу установку WordPress. Возвращаемся. База данных. Теперь мы видим, что наша база данных вот. Имя базы данных у нас здесь. Имя пользователя вот. И теперь мы продолжим установку WordPress. Копируем базу данных. Ctrl-C. Имя базы данных вот. Вписываем здесь. Имя пользователя. Оно у нас вот оно. Пароль мы прописываем тот, который забили. Сервер базы данных оставляем localhost и префикс, ну здесь пропишем. Жмем на «Отправить». Все, мы практически завершаем нашу установку. Подходим к окончанию. Теперь прописываем уже заголовок сайта. Партнерские программы. Имя пользователя я хочу поменять на другое. Так, пароль входа, e-mail. И, наконец, жмем на последнюю кнопку «Установить WordPress». У нас остались теперь последние штрихи. В имени пользователя мы прописываем теперь наше имя, заполняем строку пароля и нажимаем на кнопку «Войти». Попадаем в консоль WordPress. О том, как уже пользоваться внутри консоли, мы продолжим эти занятия на следующих уроках. С вами был Сергей Майнагашев.